Здравствуйте, это новости Татарстана в субботу. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Дань истории и традициям. Это такой праздник национальный. И здесь весь колорит нашего народа. Как в районах республики отметили Сабантуй, расскажет Рамиль Галиуллин. В Казани обсудили проблемы и перспективы развития пчеловодства Татарстана. Каким образом сохранить пчелосемьи, чтобы меньше было воздействия ядохимикатов? Подробнее в материале с Ириной Сахаповой. С начала года в Татарстане 14 детей выпали из окон, 3 погибли. Дети не понимают, что это высота. Очень много случаев падения из-за москитных сеток. Как достучаться до родителей и что может помочь? В интервью с детским омбудсменом республики Ириной Волынец. Главное и долгожданное событие этой недели. Сегодня в районах и селах республики отметили Сабантуй. Для гостей на любимом татарском празднике развернулись сотни майданов с традиционными забавами и подворьями. Отпраздновать окончание полевых работ не помешал татарстанцам и сильный дождь. Как истинных героев сегодня чтили тружеников, а праздник устроили по-настоящему всенародным. Только в прошлом году по всей стране отметили Сабантуй почти 400 раз. Каждый район пытается удивить гостей по-своему. Палитру праздника в Сабинском районе увидел Рамиль Галиуллин. Это необъятный майдан Сабинского Сабантуя. Праздник открывается театрализованным представлением. Десятки артистов воспевают труд земледельцев, прославляют батыров, рассказывают о традициях и обычаях народа. Сабантуй – это прекрасная возможность показать самобытность и культуру. Это праздник для всех. Сегодня поздравления от имени Рустама Миниханова зачитал Марат Сафиуллин. Сабантуй по праву является любимым и долгожданным праздником всех татар и жителей нашей республики. Он был и остается местом встречи представителей разных национальностей и вероисповеданий. Праздник плуга означает, труженики сделали все, чтобы успешно завершить посевную. Герои дня сегодня именно они. Аграрии района заложили прочную основу для будущего урожая. Лучшим в этом году стал Фахим Натфуллин. Он засеял 400 гектаров различных культур. Работаю за рулем трактора с 1973 года, сразу как закончил 10 класс. Люблю свою работу. Еще больше люблю получать от нее результат. Традиции празднования Сабантуя не меняются веками, а крепкая связь поколений помогает не забыть свои корни и сохранить историю народа. Тому подтверждение – модный показ в татарских костюмах. Пока одни изучают историю народа, другие соревнуются за призы. Развлечения по душе здесь нашел каждый. Дети веселились на батутах и качелях. Те, кто постарше, покоряли столб и поднимали тяжести. И, конечно, главное состязание, без которого не обходится ни один Сабантуй, это крэш. На ковер выходят сильнейшие борцы района и определяют главного батыра. Десятки участников и только один главный приз – баран. 21-летний Инсаф Шевалиев занял первое место в весовой категории 85 килограммов. Занимаюсь борьбой 15 лет. Не знаю, с детства начал ходить на борьбу, потому что в деревне у нас только была борьба. Барашка сегодня вручили и главному музыкальному батыру. Ринат Шамилов стал победителем второго сезона конкурса «Пой нация, пой республика» от Болгарадиуса. Его сегодня награждают на глазах тысяч собравшихся. В течение недели присылают заявки певцы, то есть радиослушатели, которые непрофессиональные. И там главное условие, чтобы песни были записаны в непрофессиональной студии, либо акапельно, либо на диктофон. Радостно было и незабываемо. Я с детства любил музыку, петь. Праздник плуга не может быть без скачек. На Майдан съехались лучшие жокеи района. Соревнуются за кубки и денежные призы. Пока на одной площадке испытывали лошадей на выносливость, на другой их наряжали. На Сабантуе прошло своего рода дефиле самой красивой повозки. Сабантуй – это такой праздник национальный. И здесь весь колорит нашего народа. И культура, и спорт. Праздник души. Показывали одежды, в которых ходили, вернее, даже наши бабушки ходили. Мы сохраняем свою культуру. Все народы очень этот праздник любят. И вот в
Вы видите, какой погода, дождь, а весь народ здесь. Это поэтому сразу видно, что это очень ценно. Народные забавы, песни и танцы продолжились до самого вечера. Главное, сельчане получили заряд хорошего настроения на год вперед. Рамиль Галиуллин, Вадим Ларионов, ТНВ, Сабинский район. В стране начались трехдневные выходные по случаю Дня России. Его мы отметим в понедельник, 12 июня. Праздничные мероприятия в нашей республике начались уже на этой неделе. Самое главное впереди. Афиша праздника далее в нашей программе. Казанский Кремль, площадь 1 мая. В 9 утра здесь стартует парад дружбы. В нем примут участие представители всех народов, проживающих в нашей республике. Все они будут в национальной одежде. К марширующим присоединятся иностранные студенты, обучающиеся в вузах Татарстана. Как символ единения они развернут триколор России. Парад с площади направится в парк Черное озеро. В полдень на Черном озере начнется большая праздничная программа. Жители республики и гостей поздравит раис Татарстана Рустам Минниханов. Здесь же прозвучат гимны России и республики. Здесь же запланированная большая спортивная программа. Она посвящена столетию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Забег, сдача норм ГТО, ярмарка спортивных школ. В трудовых резервах в это время дадут старт марафону силовиков и участников СВО. А у Стеллы Казань, город трудовой доблести, откроется трудовой семестр студотрядов. 12 июня в Татарстане намерены установить сразу 3 рекорда мира и России. Участники будут создавать флаг страны из полимерных цветов. Это будут букеты ландышей и незабудок. Гости смогут участвовать в мастер-классах. В 15 часов дня в Казанском Кремле стартует концерт лауреатов и победителей республиканского фестиваля «Созвездие Йылдызлык». Не менее масштабная программа в городах республики. Так в Чистополе откроют памятник Герою России генерал-полковнику Игорю Груднову. В Набережных Челнах День России отметят на нескольких площадках. Место и время проведения на экране. Для гостей выступят хореографические вокальные ансамбли и творческие коллективы города. В Зеленодольске праздник отметят в Центре культурного развития. В полдень там пройдет концерт «Наше время». Концертная программа запланирована в Елабужском парке «Чебурашка». Там прозвучат патриотические песни в исполнении хора ветеранов и произведения народного татарского ансамбля. Кульминацией празднования Дня России станет концертная программа. У чаши Казани выступят звезды российской татарской эстрады. Хедлайнерами станут Катя Лель, Натан, Ильсия Бадреддинова и Арслан. В 10 вечера небо Казани озарит красочный салют. Радик Фархулин, Рамиль Галиуллин, ТНВ, Татарстан. Мобилизованных татарстанцев, находящихся в зоне СВО, сегодня поздравили с наступающим Днем России в режиме видеосвязи. Телемост между Казанью и зоной специальной военной операции организовал военкомат республики. Мамы, жены, отцы и дети мобилизованных смогли лично поинтересоваться их делами, рассказать о помощи, которую получают семьи мобилизованных по линии Фонда «Защитники Отечества», филиал которого заработал в Татарстане. В свою очередь мобилизованные рассказали о жизни на передовой, быте и успехах в службе. Получил медаль за доблесть 2-й степени. Показал сегодня родителям. Они меня очень гордятся. Спасибо за организацию такого мероприятия. Это повышает боевой дух. Победа будет за нами. В Татарстане 2 случая пчелиного мора. В Апастовском и Лаишевском районах погибли сотни тысяч насекомых. Причина, как говорят пасечники, в препаратах, которыми аграрии обработали соседние поля. Проблеме уже несколько лет. Найти компромисс между фермерами и пчеловодами пока в полной мере не удается. Почему? Вопросом задались в Минсельхозе и организовали встречу. Оказалось, пасечники не спешат регистрироваться, аграрии не желают работать сообща. Хотя возможности для решения проблемы есть, они появились после массовой гибели пчел 3 года назад. Ждем хороших результатов в этом году. Да. Вместе работать надо с агрономами. Ривкат Гиззатуллин рассказывает о своей пасеке. Пчеловодством пенсионер занимается 18 лет. Сейчас у него 11 ульев. В прошлом году было 50. Перед медоносным периодом Ривкат Гиззатуллин потерял сразу сотни тысяч пчел. Они отравились едохимикатами, которыми обрабатывали соседние поля. Но доказать это не смог. Вот сказали, вот сейчас взять надо анализы с поля, анализ взять подмора и везти в лабораторию. И 30 тысяч заплатить за это. Я не миллионер, конечно. 30 тысяч для меня много.
В прошлом году в республике зафиксировано 10 случаев пчелиного мора. В этом году с такой проблемой в Минсельхоз обратились пчеловоды из Апастовского и Лаишевского районов. В последнем массовый мор насекомых произошел после обработки гороха ядохимикатом. Комиссия отработала на 100%, отобрали пробы, и сейчас уже, наверное, будет решаться в судебном порядке. Ранняя весна повлияла и на пчел, и на развитие вредителей, как уже сказали, то, что вредителей в этом году достаточно много, бороться надо, и надо таким образом подходить к вопросу, чтобы борьба была, борьба с вредителями не наносила вред пчелам и, в принципе, окружающей среде. Вся проблема в том, что аграрии вовремя не уведомляют об обработке полей. Пчеловоды не регистрируют свои пасеки, а значит, их нет в реестре, и фермер не всегда знает, что рядом находятся ульи. Иногда используются ядохимикаты повышенной опасности. Об этом сегодня говорили в Минсельхозе. Сейчас в республике официально числится 11 тысяч пчеловодов, но в реальности их больше. Должно быть обязательно регистрация. И люди, сельхозтоваропроизводители, должны знать, что именно здесь есть пасека, регистрирована. Тогда у него будут законные права. Но если ты на птичьих правах, ты каким образом можешь претендовать на какие-то возмещение. Для решения проблемы в России создали информационную систему «Сатурн». Аграрии обязаны зарегистрироваться в ней и уведомлять, какие препараты они используют в работе. Но на данный момент там числится лишь 800 хозяйств. Это цифра по всей стране. Как показывает практика, 90% хозяйствующих субъектов вообще не работают в этой системе. То есть не оформляются площадки, не оформляются уведомления о внесении. Хотя мы все прекрасно понимаем, что в настоящее время происходит активная фаза внесения пестицидов, инсектицидов, подкормки и так далее. Сейчас обработки полей агрономы республики используют порядка 60 ядохимикатов. Вот гибель пчел из-за инсектицидных обработок. Но я уже сказала, альтернатива есть, адаптивные технологии – это поздний пассив рапса. Сейчас Минсельхоз пытается наладить диалог между аграриями и пчеловодами, чтобы соблюсти интересы каждого. Сирина Сахапова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. С начала года в Татарстане 14 детей выпали из окон. Из них 3 погибли, причем все на прошлой неделе. Главная причина – халатность родителей, уверена уполномоченный по правам ребенка. Тем не менее, Ирина Волынец вышла с инициативой в Минстрой России обязать застройщиков сдавать дома с уже установленными детскими замками на окнах. Поможет ли это и как быть со старым жилым фондом? Как достучаться до родителей и обеспечить безопасность детей? Обо всем этом мы поговорили с детским омбудсменом республики. Ирина Владимировна, лето только началось, и в Татарстане, к сожалению, началось с череды падений детей с высоты. Каждый случай – это судьба ребенка, трагедия целой семьи. Почему мы в практически ежедневном режиме вынуждены сталкиваться с такими историями? Очевидно, что когда тепло, более того, когда дети дома, ни в школе, ни в садике, эти случаи учащаются. И, конечно, когда мы сейчас стараемся повысить демографию, когда дорог каждый ребенок, теряет детей по неосторожности, это огромное горе. И это несчастье, которого можно было на самом деле избежать. Вы ведете статистику в разрезе последних лет, по которой видно, что таких случаев становится только больше. Хотя, казалось бы, и раньше были высокие дома, и раньше люди открывали окна. Почему такая динамика? Вы знаете, это безалаберность родителей. Прежде всего, это оставление детей без присмотра, в опасности. Вот один из последних случаев. Мама увидела, что дети играют около окна, что они пытаются как-то залезть на подоконник, при этом окно открыто. Мама делает замечание 3-летнему ребенку и уходит опять на кухню готовить ужин. И спустя несколько минут ребенок все-таки доделал то, что он запланировал. Дети же очень настойчивые, они упорные. В отличие от нас, они обязательно добиваются результата. Ребенок в итоге выпал, и это был летальный исход. Дети не понимают, что это высота. Очень много случаев падения из-за москитных сеток, которые не выдерживают. То есть ребенок может облокотиться, особенно если это маленький ребенок, который пока не может проанализировать. 3-летнему ребенку бесполезно доказывать, объяснять, за ним нужно просто следить. А есть те, кто предлагает уголовное наказание для родителей, которые не уследили за своими детьми, но малышей это не вернет. Какая ваша позиция по этому поводу? Но я считаю, что если ребенок погиб или остался инвалидом на всю жизнь, родители так наказан. И дополнять
наказанием, статьями Уголовного кодекса не нужно. Что надо делать? Конечно же, это информирование, это напоминание, причем если ребенок ходит в садик, то в садике на собраниях, в школе, на школьном собрании, как можно чаще говорить с родителям о том, что окно – это опасность, это смерть. Вы вышли с инициативой в Минстрой страны обязать застройщиков устанавливать детские замки на окна при сдаче новостроек. Как продвигается этот вопрос? Но пока еще такой регламент не принят. Я думаю, что нам нужно обратиться повторно, потому что не только в Татарстане, а во всей России участились случаи падения детей из окон. Поэтому нам нужно быть более настойчивыми, а родителям более внимательными. А как быть со старым жилищным фондом? Когда родители понимают опасность, они сами это делают, это стоит не очень дорого. А вот как раз для семей, у которых малообеспеченность, здесь должно прийти на помощь государство. Мы сейчас готовим инициативу обращения в Госсовет Республики Татарстан с просьбой разработать необходимый регламент для того, чтобы родителей, которые имеют несовершеннолетних детей, обязать устанавливать на окна ограничители, которые защитят детей от выпадения из окон, и чтобы те семьи, которые не имеют такой возможности, которые являются малообеспеченными, чтобы их поддержать за счет республики. Большая утрата для нашего телеканала. Скоропостижно скончалась наша коллега, редактор литературно-музыкальных программ ТНВ Альфира Магдеева. Ей было 56 лет. 37 из них она посвятила татарстанскому телевидению. Ответственная, трудолюбивая, эрудированная, приветливая и всегда стильная. Такой ее запомнили друзья и коллеги. Зрители навсегда запомнят созданные ею передачи «Башваткэш», «Адаби Хазине», которые многие годы объединяют у экранов татар всего мира. Мы сегодня потеряли нашего хорошего друга. Друг, наставник, мама, сестра. Никто не верит, что такая близкая всем Альфира Магдеева могла уйти так внезапно и так рано, в 56 лет. Очень большая потеря для нас, для телевидения, для художественной редакции. Ее светлая память надолго сохранится в наших сердцах. Она пришла на татарстанское телевидение в 19 лет и всегда была за кадром. Создала десятки художественных программ, документальных циклов, спецпроектов. Все, что было направлено на сохранение культуры и языка татарского народа, в первую очередь доверяли ей. Телезрители редко знают тех, кто работает за кадром, но именно такие старательные, ответственные, местами настырные люди, какой была она, фундамент как передач, так и всего телевидения. Одни из самых популярных передач ТНВ «Жирлык әлі күштәнәш Башваткэш», «Адаби Хазине». Их создает большая команда телевизионщиков, а у истоков проектов стояла Альфира Магдеева. Разрабатывала концепцию, потом ставила на поток. Без личного присутствия Альфиры Апа, как ее с любовью называют коллеги, не обходился ни один съемочный день. В общении очень легко общалась со всеми, никогда не грубила, находила со всеми общий язык, встречала гостей очень приятно и очень хорошо отзывались о ней все те, кто приходил к нам на передачу. За глаза ее называли иконой стиля, редко изменяла своим любимым красному и белому цветам. Одевалась так, чтобы это все было красиво, символично, то есть по цвету. Как она успевала, я не знаю. В феврале прошлого года Альфира Магдеева была удостоена звания «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Татарстана». До последнего была убеждена, только дело по-настоящему красит человека. Она очень любила читать. Читала и на работе, и в автобусе, наверное, она читала. Она всегда ходила в библиотеки, поэтому ее передачи были очень богатыми. Там каждое слово было продумано. Она никогда не писала пустые слова. 2 года назад этот подход как никогда лучше пригодился на съемках художественного фильма по мотивам повести Мухаммада Магдеева «Мы – дети 41-го года». Альфира Магдеева была невесткой татарского классика и сценаристом фильма. Мухаммад Магдеев обладал очень тонким чувством юмора. Есть в его произведении такая фраза: «Не зная систему кровообращения таракана, куда ты лезешь?» Было страшно, плохо владея законами киножанра, браться за сценарий. Ведь главное – передать чувства людей, судьба которых тесно переплеталась с войной. Когда мы общались последний раз, еще до ее выхода в отпуск, запомнилось то, как она вскочила и сказала мне: «Меня ждет такое светлое будущее». Альфира, светлого будущего тебе.
Альфиру Магдееву похоронили в ее родной деревне в Атнинском районе. У нее осталась семья и осиротели любимые миллионами зрителей проекты, которые по праву считали ее детьми. Рамиль Шайдуллин, Лиана Бахтиева, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань. Татарский Сабантуй бок о бок с чувашским Акатуем. Национальные праздники плуга сегодня прошли в Дрожжиновском районе. Отмечали их одновременно в двух разных селах. И Акатуй, и Сабантуй собрали сотни местных жителей и гостей со всей республики. Праздники имеют общие черты, но при этом каждый отражает национальные традиции. В районе живут 10 тысяч татар и 8 тысяч чувашей. Как здесь удается сохранять культурный код и почему местные жители были рады дождю во время праздников, расскажет Алена Струминская. В едином танце русские, татары, мордва и чуваши. Различить их можно только по национальным костюмам. Так, дружно и весело в селе Убей Дрожжиновского района сегодня отмечают чувашский Акатуй. Акатуй традиционно празднуют по окончании посевных работ. Его называют братом русского каравона или татарского Сабантуя. Отдельное внимание сохранению чувашских традиций. Каждый второй на празднике в национальном костюме и говорит на родном языке. Для чувашского, как и татарского народа, земледелие играет очень большую роль. Вовремя посеять, чтобы потом собрать хороший урожай. И вот праздник Агадуй – это праздник после окончания земледельческих весенних работ. На Акатуе и взрослые, и дети. Вместе они поют, танцуют, играют в забавы. Каждый год празднуется, соблюдаются все традиции, люди одевают костюмы, выступают. Праздник очень красивый, хороший, очень много узнаем о традициях, обрядах чувашского народа. Очень приятно присутствовать на данном празднике. По традиции, в завершении праздника чувашский обряд. Дрожжановцы просят хорошего урожая и плодородия для их земель. Результат обращения ощущается через пару минут. Дождя земледельцы в районе ждали больше месяца. Ему сегодня рады и на татарском Сабантуе. Проходит он одновременно с Акатуем, но в соседней деревне Малая Цильна. На Сабантуе вместе гуляют представители разных народов. В основном это татары и чуваши. Они испокон веков живут здесь бок о бок. Это почти 98% населения. И на Акатуе, и на Сабантуе мы все вместе. Мы чтим традиции, самобытность и культуру и чувашского народа, и татарского народа. Это вот наша сила, наверное, в этом. На Сабантуе все по старинным татарским традициям. Батыры сражаются за барашка, дети играют в игры, а взрослые поют и танцуют. Нотка современности в выступлении известного певца Фердуса Тимаева. Он стал хедлайнером праздника. Собираем всех передовиков, награждаем. Хозяйство у нас нормально идет. В районе мы по всем показателям первыми занимаем. Поэтому мы заслуживаем. Хорошие артисты у нас были. Праздник местным жителям сегодня испортить не смогла даже погода. На этом празднике собираются все мои родственники, поэтому это еще один повод, чтобы встретиться с ними, провести время. Вот. И вообще погода. Я считаю, что дождь – это не помеха, потому что дождь. Ну и что? Ничего страшного. Нет, не мешает. Отличное настроение. Несмотря на сильный дождь, праздники в районе сегодня получились по-настоящему теплые и семейные. Отмечали их представители разных народов. Все вместе. Как говорят местные жители, дождь подарит им хороший урожай. И это главное. Алена Струминская, Даниил Филатов, ТНВ, Дрожжиновский район. В Альметьевске сегодня прошли соревнования по триатлону. Для взрослых плавание на 750 метров, велоэтапы в 20 километров и 5 километров бега. Дистанцию проходили индивидуально и в командах. Также в программе детские забеги «Тимир Кидс» от 300 метров до километра. Быстрее всех триатлон преодолели Роман Евграфов среди мужчин и Ксения Скворцова среди женщин. Эта дистанция – хорошая разминка для профессиональных атлетов перед главным казанским триатлоном. Самое главное – это Альметьевск. Очередной раз становится настоящей столицей российского триатлона. Для нас это большая честь. Ну и завтрашний день тоже будет очень интересным. Я думаю, что все, кто придут поболеть за детей и еще раз за юниоров, получат максимум удовольствия. Так заканчивается неделя. Интернет-версию итогов прошедших 6 дней читайте на сайте газеты «Реальное время». Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас с прогнозом погоды на завтра вас познакомит моя коллега Аделина Зарифова. Передаю слово ей, а я с вами прощаюсь. До встречи.
Он мне нравится. Такой экономичный. Перед ним невозможно устоять. Эту дверь хочется открыть. Стильный, энергоэффективный, знаменитый. Холодильник Позис. Легенда российского холода. Премиальный внедорожник Exit – это технологии, комфорт и уверенность на дороге. Только в июне в Exit-центре РРТ с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв на Чуйкова 54Б. Звоните 207-2080. Сейчас я покажу тебе магию правил дорожного движения. Правая рука вытянута вперед, и пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика. Со стороны левого бока разрешено движение трамваю налево, безрельсовым транспортным средством во всех направлениях. Со стороны груди всем транспортным средствам разрешено движение только направо. Со стороны правого бока и спины движение всех транспортных средств запрещено. Если руки регулировщика вытянуты в стороны или опущены, то со стороны левого и правого бока разрешено движение трамваю прямо, безрельсовым транспортным средством прямо и направо. Пешеходам разрешено переходить проезжую часть. Со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено. Рука поднята вверх. Движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях, кроме случаев, предусмотренных пунктом 6.14 правил, когда при поднятии регулировщиком руки вверх водители не могут остановиться, не прибегая к экстренному торможению в соответствии с правилами, и им разрешается дальнейшее движение. Здравствуйте! Погодные условия в Татарстане все еще не соответствуют ожиданиям, и купальный сезон в выходные откроют немногие. Подробнее о погоде поговорим через несколько секунд. Изготовление любой корпусной мебели от Данил Мастер летом дешевле. Назовите промокод «Лето» и получите скидку 20% на индивидуальный заказ. Звоните сейчас по телефону в Казани 2 167 166. А теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме-Бавлах-Азнакаево в предстоящие сутки облачная погода сохранится. Утром местами возможны небольшие дожди, ночью до 10 тепла, днем до 14 градусов со знаком плюс. Не по сезону прохладные в набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. В ночные часы 7 градусов тепла, а днем до плюс 16. Осадки маловероятны. Малооблачно будет в Агрызе, Менделеевске, Актаныше. Осадки не ожидаются. Ночью температура понизится до 5 градусов тепла, а днем потеплеет до плюс 16. Жителям Арска, Кукмара и Балтаси советуем одеваться теплее и отправляться на прогулку. Ночью в этом районе температура понизится до 4 градусов тепла, а днем будет комфортная погода до 15 градусов выше 0. В Болгаре, Доржаном и Буинске осадки не ожидаются, но температура станет ниже. В ночное время до 8 градусов тепла, днем до плюс 16. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше вероятность осадков небольшая. Ожидается ночью около 8 тепла, а днем до 16 градусов со знаком плюс. Начало новой недели будет прохладным, осадки не ожидаются. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии, продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Нужно выбрать подарок? С Флауау это легко. Например, этот торт. Или этот на 1 миллион подписчиков. Для бати. На день рождения и на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На Флауау есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Если кто-то хмурится и нагоняет тучи, закажите ему сюрприз на Флауау, маркетплейсе необычных подарков с доставкой от 30 минут по всей России. Пусть букет из тропических цветов и сочные капкейки вернут солнечное настроение. В Казани малооблачно, без осадков. Ночью около 8 градусов тепла, а днем температура повысится до 16 градусов выше 0. Ветер будет дуть с севера. Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба.
Влажность воздуха около 43%. Магнитное поле Земли спокойное. Впереди нас ожидают длинные выходные, и пусть прохладная погода не нарушит ваших планов. Поздравляем с наступающим праздником, Днем России. Пусть наше могущество и единство только крепчает. В студии была Аделина Зарифова. Всех вам благ и до встречи!